В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Пассажирские перевозки на теплоходах начнутся в июне. С 28 мая начал работу теплоход «Рукавишников» между Якутском и Нижним Бестяхом. Строительство Ленского моста в самом разгаре. Специалисты трудятся над сборкой первого кофердама. Якутяне по-прежнему отдают свои кровные аферистам. Расскажем о новых уловках мошенников. В Якутске состоялся детский парад Победы. 656 дошколят прошли торжественным строем в Парке Победы. О работе и успехах на средства Алроса. В Заречье Республики появился дворец культуры имени Василия Никифорова. Совет Дальнего Востока обсудил работу по привлечению инвестиций в условиях нынешней ставки рефинансирования. Привлечение инвестиций в регионы и создает условия для роста, отметил полпред Юрий Трутнев. В настоящее время на Дальнем Востоке с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2900 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 10 триллионов рублей. Благодаря этому в экономику Дальнего Востока уже вложено 5 триллионов рублей частных инвестиций. К 2030 году этот показатель должен составить 12 триллионов. Строительство Ленского моста в самом разгаре. Весенний паводок не повлиял на ход работ. С октября прошлого года тут установили 71 буронабивную сваю. Как сейчас проходит строительство, расскажет Эржена Гармаева. Чтобы Ленский мост из мечты превратился в реальность, требуется 920 подводных свай и 26 опор. Для этого на площадках обеих берегов ежедневно трудится 200 человек. Сейчас специалисты работают над сборкой первого кофердама. Это, по сути, большая металлическая бочка, на которой будет стоять пилон. Оцените ее масштабы. Почти 18 метров – это высота пятиэтажного дома и 1700 тонн металла. Кофердам – технология уникальная и раньше никогда в России таким образом не применявшаяся. После ее сборки она буквально поплывет по воде для установки на предназначенное место. Всего таких кофердамов будет 3 по количеству пилонов моста. У кофердама имеется осадка 3,7 метра, то есть при глубине его нахождения воды 3,7 метра он начинает всплывать. И обладает собственной плавучестью, то есть как судно. И за счет этого, за счет собственной плавучести, с помощью буксиров он транспортируется в проектное место установки. Внутри кофердама будут установлены 102 трубы. Она настолько широкая, что я не могу дотянуться рукой до ее стенки. В направляющие трубы будет заливаться бетон. Собственно, так и делаются сваи. Работы ведутся не только на берегу. На производственной базе неподалеку замешивают бетон и изготавливают каркасные арматуры. Такими арматурами забито все поле. Это результат беспрерывного труда и ответ на вопрос, чем строители занимались всю зиму. На базе здесь организовано у нас проживание, также пункт питания, а также идут подготовительные работы к сооружению непосредственно опор моста. То есть на базе здесь организовано производство каркасов для устройства буронабивных свай. Зимой тоже делали каркасы. Ничего нас не останавливало, никакие минуса. Константин Бовтик будет руководить спуском первого кофердама на воду. Строители обещают, что конструкция поплывет уже этим летом. Эржена Гармаева, Виктор Дичковский, Табага. Опасных гидрологических явлений на реках Якутии сегодня не наблюдается. Нижняя кромка на реке Лени находится у села Кюсюр Булунского района. Там образовался затор, но специалисты уверены, что вода критического уровня не достигнет. Нижняя кромка на реке Колыме выше села Колымского. Уровень воды составляет 921 сантиметр при опасной отметке в 1010. В ближайшие 3 дня здесь ожидается ледоход. Вторая волна ледохода весеннего половодья на реке Лена продолжает передвигаться к центральным районам. С 29 по 31 мая ожидаем повышения уровня воды в центральных районах, в пределах центральных районов. Но уровни будут не опасные, достигнут уровня выхода воды на поймы возле города Якутска. Продолжается ледоход на северных реках Яна, Индигирка, Оленек. В начале июня, опасных отметок не достигаем, в начале июня он уже будет выходить в устьевые участки.
Тем временем каждый день в Якутии открываются паромные переправы. Накануне началась перевозка автомобилей по маршруту Кангаласы-Сотинцы. Ну а с 28 мая на линию вышел теплоход «Виктор Рукавишников». Свежую информацию про навигацию смотрите в материале Вероники Таюрской. Пришла пора летней навигации. Уже открыты паромные переправы через реки Лена, Алдан и Вилюй. А накануне первый рейс был совершен по маршруту Кангаласы-Сотинцы. По информации Министерства транспорта Якутии, на данной переправе работает один паром. В течение недели будет запущено второе судно. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях на линии по-прежнему работает 10 паромов. В конце этой недели, в начале следующей, флот пополнится еще 4 судами. Ну а в июне начнется навигация для маломерных судов. Что касается по открытию маломерных судов, на сегодняшний день сроки определены. Приказ Министерства транспорта вышел. В центральной части Якутии это со 2 июня открытие для маломерных судов, которые эксплуатируются для некоммерческих целей. 2 июня ожидается. В 10 числах это по северным районам открытия. И 16 июня это по арктическим районам планируется тоже открытие. На линию вышел и теплоход «Виктор Рукавишников». С 28 мая и до конца навигации он будет курсировать между Якутском и Нижним Бестяхом. Судну предстоит выполнить как трансферные, так и маршрутные рейсы. Теплоход из Якутска будет отчаливать в 9, 14 и 18:30. А из Нижнего Бестяха в 11, 16 и 20:00. При большой загруженности на помощь теплоходу «Виктор Рукавишников» на маршрут выйдет судно «Московский-11». Отмечу, что перед началом навигации теплоход прошел все технические осмотры, а на самом судне сделали косметический ремонт. У нас проезд стоит 500 рублей, дети до 5 лет ездят бесплатно, с 5 до 12 лет ездят со скидкой 50%. Также ветераны, участники боевых действий, они тоже ездят со скидкой. Он работает как трансфер, то есть он утром забирает пассажиров поезда с Нижнего Бестяха, а в обед он забирает пассажиров поезда на поезд. Вот люди, которые следуют далее, он забирает рейс в 14:00. Через неделю ожидается начало судоходства на реках Марха и Яна. С июня планируется начать перевозки по направлениям Якутск-Алекминск, Пеледуй-Витим. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 98 лесных и 179 ландшафтных пожаров. Общая территория, пораженная огнем, составляет более 30 тысяч гектаров. В данное время на территориях Ленского, Момского, Неренгринского, Тампонского и Вено-Батантайского районов действует 9 очагов возгорания. На тушении задействовано более 80 человек и 2 единицы техники. Оперативность тушения составила 70%. С начала сезона ликвидировано 268 природных пожаров на площади 29 736 гектар. В том числе на землях лесного фонда 90 лесных пожаров на общей площади 24 189 гектар. Обращаю внимание, что особый противопожарный режим действует на территориях Верхоянского района, городского округа Жатай и городского округа Якутск. Основной причиной пожаров является человеческий фактор. В связи с этим призываю граждан быть осторожными с огнем в лесу и ограничить выход на природные ландшафты. За прошлый год жители Мирнинского района перевели мошенникам более 50 миллионов рублей. К сожалению, ситуация в районе не меняется. Общий ущерб за первые 5 месяцев этого года уже превысил сумму всего прошлого. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди местных жителей и правоохранительных органов. Девушка, расскажите, пожалуйста, обстоятельства, которые с вами произошли по факту хищения ваших денежных средств с вашего счета. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используя современные технологии и социальные сети для поиска новых жертв. Они могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками, попавшими в беду. По видам преступлений выделяются несколько категорий, в том числе звонки от представителей различных организаций, ЖКХ, домофон-сервис, государственных структур, в том числе госуслуг, почты, силовых ведомств. Злоумышленники могут звонить от лица Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел. При этом использовать
различные интернет-мессенджеры, в том числе WhatsApp, Telegram и тому подобное. Интересно, что большинство пострадавших утверждает, что были знакомы с методами мошенников и не думали, что с ними это может произойти. Однако в мошеннических схемах собеседник бывает настолько убедителен, что люди доверяют незнакомцам, не подозревая о коварных намерениях. Злоумышленники используют психологические приемы, создавая ощущение срочности и доверия, что заставляет жертв принимать поспешные решения. В Мирнинском районе по состоянию на сегодняшний день возбуждено 150 уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенное увеличение. За 2024 год, за весь год ущерб составил около 51 миллиона рублей. 4,5 месяца текущего года, 2025 года, ущерб составил 54 миллиона. То есть мы уже превысили показатели, годовые показатели 2024 года. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Рекомендуется всегда проверять информацию, обращаться напрямую в организации, от имени которых поступают звонки или сообщения, и не спешить выполнять требования незнакомцев. Только совместными усилиями можно снизить количество преступлений и защитить себя и своих близких от финансовых потерь. Помните, ваша внимательность и осторожность – лучшая защита от мошенничества. Анна Васильева, Мирный. В Якутске состоялся Координационный совет по предпринимательству при главе Якутии. Мероприятие собрало представителей бизнес-сообщества, государственных структур и экспертов. На повестке затронули ключевые темы, такие как поддержка малого и среднего бизнеса и внедрение инновационных технологий. Участники совещания обсудили существующие проблемы и выработали рекомендации для их решения, акцентировав внимание на необходимости создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Было очень интересное заседание. Вернулся вопрос, который был для нас еще острый и 5 лет назад. Да? Это проблема со связью конкретно у предпринимателей в арктической зоне. Как вы знаете, что не вся арктическая зона у нас сейчас с устойчивым интернетом. Там используется спутниковый интернет. То есть, получается, я в предыдущей работе, вот тут 5 лет как бы этим вопросом занимался, да? Сейчас, получается, я уже со стороны пользователей этим вопросом буду заниматься. 34 муниципальных образования в Якутии участвуют в конкурсе по отбору объектов благоустройства общественных пространств и территорий. В этом году изменились условия участия в конкурсе. Теперь обязательным условием стало участие в голосовании. Для республики установлен показатель не менее 85 тысяч проголосовавших. На сегодняшний день проголосовало 60 092 человека. Процент очень достаточно хороший, вот, тем более сейчас уже теплое время года, и, конечно, жители вовлекаются и участвуют в голосовании. Но при этом я призываю всех жителей республики голосовать за свои общественные пространства, за общественное пространство республики. Это позволяет возможность такая, значит, и принять активное участие в жизни и в развитии территории своей республики. Алроса ежегодно направляет в целевой фонд будущих поколений республики около миллиарда рублей. За счет этих средств по всему региону строятся, ремонтируются социальные объекты. Одним из таких является Дворец культуры имени Василия Васильевича Никифорова в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса. С момента ввода объекта прошло уже 3 года. О работе и успехах Дворца культуры расскажет Аял Молокотин. Во Дворце культуры работают несколько социальных учреждений Улуса. В их числе централизованная районная библиотека имени Сергея Степановича Васильева, которая в 2024 году получила статус республиканской модельной библиотеки. Благодаря поддержке Алроса библиотека обрела современный дом с просторными светлыми залами. В новом здании открылись новые возможности для развития. В 2025 году мы участвовали в федеральном конкурсе модельных библиотек, и в рамках национального проекта «Семья» библиотека получила статус федеральной модельной библиотеки нового поколения.
Библиотека стала излюбленным местом всех жителей Улуса. Ежегодно ее посещают более 3000 читателей. Читатели не только приходят за новыми знаниями, но и принимают активное участие в различных мероприятиях. Библиотека очень просторная, уютная, светлая. Есть все условия для читателя. Мне очень нравится посещать библиотеку. Здесь есть все необходимые источники для читателей. За 3 года количество проводимых мероприятий выросло на 45%, а посетителей стало больше на 78%. Помимо всего, для молодежи также проводится множество мероприятий, в которых они активно участвуют и посещают по Пушкинской карте. В 2022 году построен дворец культуры, очень красивый, просторный, светлый, где мы каждый день приходим заниматься, петь, танцевать. Даже ветераны, дети все время сюда ходят. Во Дворце культуры функционирует 45 различных клубных формирований и кружков, которые с радостью посещают местные жители. Сегодня Дворец культуры Тойон-Мирю не просто здание, это живой организм, объединяющий людей, раскрывающий таланты и укрепляющий культурные традиции. Мы гордимся тем, что наше развитие стало возможным благодаря социально ответственной позиции компании «Алроса». Дворец культуры действительно стал местом притяжения для жителей Усть-Алданского улуса. Ржена Гармаева, Аял Малакотин, Петр Аргунов, Владимир Копырин, Усть-Алданский улус. Первая школа Якутска присоединилась к проекту «Здоровая школа». Концепция предполагает укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни и создание медицинских классов. В последнем помогут Мединститут Северо-Восточного федерального университета и Медколледж Якутска. Кроме этого, уже этим летом на базе первой поликлиники города будет создана площадка. Во время ее работы дети узнают о здоровом образе жизни, как оказывать первую помощь и многом другом. Данный проект обусловлен тем, что наша школа видит ее как стратегический документ, который является дальнейшим развитием нашей школы. Так как у нашей школы строится новое здание по старому адресу, по проспекту Ленина, 32. Мы ее очень ждем. И на вдохновение от этой, скажем так, радостной новости педагогический коллектив, родительская общественность, все зажглись энтузиазмом и все совместно создали вот этот проект. А коллектив школы номер 2 города Якутска тщательно готовится к открытию стационарного лагеря «Спутник». С утра начался субботник по очистке территории и уборке корпусов. Также подрядная организация укладывает асфальт, монтирует пожарную емкость возле новых современных корпусов. 4 новых здания в лагере построены по федеральной программе Министерства просвещения. Все объекты благоустроены, отвечают современным требованиям. Есть уютные спальные комнаты и зона отдыха. 4 новых корпуса по федеральной программе построены. И в каждом корпусе 50 мест. И планируем один сезон 300 детей. Очень рады за поддержку нашему руководству. 3 сезона у нас. И в каждом сезоне 300 детей. И получается 900 детей. «Живет победа в поколениях». Именно так звучит девиз детского парада Победы, который состоялся в Якутске. Строевым шагом прошли воспитанники 40 детских садов. Подробности смотрите в сюжете далее. Маленькие пехотинцы, летчики и моряки. Сегодня они совсем как взрослые выполняют особую миссию. Участвуют в параде Победы. Строевым шагом прошли более 600 детей. Все они истинные патриоты. Что такое День Победы? Этот праздничный салют. Фейерверк летает в небо, разрывается мы тут. Готовиться к параду начали еще зимой. Особое внимание уделили слаженности движений малышей. С ними занимались воспитатели и педагоги детских садов. Для некоторых из них участие в параде становится уже доброй традицией. На этом параде участвуем уже 2-й год. Патриотизм к семье, к родине, к стране – это самое важное, то, что мы должны воспитывать в наших детях.
Для маленького парада маленькая техника. Броня крепка и танки наши быстрые. Именно такое название носит конкурс макетов современной военной техники России. Мы представили сегодня макет танка Т-14, и он занял первое место. Макет сделан нашим родителем Сташковым Сергеем Сергеевичем, воспитанника старшей группы. Макет полностью сделан из дерева. Чтобы каждый смог окунуться в эпоху военного времени, в парке развернули настоящую полевую кухню, где можно было попробовать знаменитую солдатскую кашу. Очень теплая еда, гречка с мясом. Давайте-ка попробуем, насколько это вкусно. Настоящая полевая кухня. И компотик, конечно же. Компотик горячий. Отметим, что именно в Якутске был организован первый в стране детский парад Победы. Уникальное мероприятие пройдет и в следующем году. В год юбилея Победы, я думаю, что вот такой детский парад является очень знаковым мероприятием для дошкольников. То есть патриотическое воспитание должно быть для всех. Не только для тех, кто сидит за партами в школах, но обязательно, конечно, и для малышей. День Победы не просто праздник, это священная традиция. И пока мы бережно храним память о героическом подвиге предков, никто из них не будет забыт. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Также в Якутске прошел первый день регионального этапа ГТО. Побороться за победные места пришли более 130 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет из 13 районов республики. Подробнее о ходе соревнований расскажет Тимур Колмогоров. Ежегодно дети принимают участие в соревнованиях по сдаче нормативов ГТО. Для некоторых юных спортсменов это первое и волнительное испытание. Другие же участвуют в них не первый год. Так, Анастасия Жиркова является трехкратной чемпионкой республиканского этапа по ГТО с 2022 по 2024 годы. Кроме этого, она принимала участие на всероссийском уровне. Мой опыт в Артеке был хорошим, я считаю. Я заняла 10-е место в общей категории среди мальчиков и девочек с 12 до 15 лет. Всего юным спортсменам необходимо пройти 10 этапов, включающие в себя проверку силы, ловкости и выносливости. Так, в первой половине дня судьи оценили детей в гибкости при наклонах вперед стоя, подтягивании, отжимании и прыжках в длину с места. В прошлом году наш район был второй, позапрошлом году третьим был. В этом году мы 4-м идем. Годами все больше районы, другие улусы начинают готовиться. Если сравнить с позапрошлым годом, то в этом году уже другие районы больше подготовились. Кроме того, победные результаты участников ГТО войдут в зачет спартакиады учащихся спортивные якутяне. Вот норматив ГТО, в общем, различает 3 норматива. Это бронзовый, серебряный и золотой. Если, например, на соревнованиях получают серебряный знак, это уже минус. Вот тут дети в основном все с золотыми значками приходят, участвуют. В основном подготовленные ребята выигрывают. Тут надо быть гармонически развитым по всем видам. Это сложно по всем видам готовиться. Вот как Жиркова Анастасия, она уже 3-й год выигрывает, и уже 4-й год она нацелена на золото. Первый день закончился, а спортсменам еще предстоит пройти 2 дня соревнований. Впереди их ждет бег на дистанции, плавание и стрельба из электронного оружия. По итогам соревнований спортсмены, занявшие призовые места, получат путевку на участие во всероссийском этапе ГТО. Тимур Колмогоров, Владимир Павлов, Якутск. Радио ТТМ в рамках 95-летия продолжает выпуск юбилейных мероприятий. Так, 9 победителей определили в республиканском конкурсе детских радиопередач «Наша гордость». В ее рамках школьники всех возрастов могли проявить свои творческие способности и рассказать о мужестве и героизме защитников Родины. Работы принимались на русском и якутском языках, а хронометраж составлял 5-7 минут. Были представлены очень хорошие работы. Оказывается, в каждой школе есть радиостудии, они сами сделали монтаж, поэтому готовые работы мы получили. Да? И в течение месяца наши радиослушатели узнавали вообще о героях разных улусов. Мы вообще принимали работу не только ветеранов ВОВ, да, но и
Чеченской войны, Афганистана и специальной военной операции. Да? Поэтому получились очень содержательные работы. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции трагически погиб младший сержант, известный журналист НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным НВК. Прощание состоится 29 мая в 10 часов в НВК «Саха» по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, дом 48. Похороны состоятся 31 мая на родном участке Трудовое, села Далыр, Верхневилюйского улуса. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.